Всем привет, меня зовут Дамир, я занимаюсь государственными закупками, а также являюсь экспертом в сфере продаж. Сегодня мы будем смотреть фильмы про продажи и про бизнес и обсуждать их с профессиональной точки зрения. Переходим к первому фильму. Продай мне вот эту говноручку. Все, можешь продать, ее продай. Продай ручку. Можно я сначала доем, я не завтракал. Брэд, покажи им класс. Бум, продай мне ручку. А вы что? Продать тебе эту ручку? Брэд, дело знаете. Ручку, продать, что угодно. Слэш, будь другом. Запиши мне свое имя на салфетке. Мне нечем записать. Вот именно. Где спрос на предложение? Ну, на самом деле, это реально работает. Для чего продажники создают спрос? Для того, чтобы в дальнейшем было легко продать. Что и на самом деле вот герой этого фильма сделал. В принципе, это работает, но в современных реалиях у продажника оцениваются его личностные качества, его напор и, самое главное, желание. Кстати, ярким примером тому является компания Apple. Ну, я не думаю, что 10 лет назад каждый из вас думал о том, что они будут носить наушники беспроводные, а также наручные часы, которые мы сейчас используем каждый день. Переходим к следующему фильму. Это было безумие. У правительства был публичный сайт, где размещались все военные контракты, на которые можно было подать заявку. Я пропускаю большие заявки. Ищу дешевое дерьмо, которое все посредники игнорируют. Они дерутся за один и тот же пирог, но игнорируют крошки. Я живу за счет крошек. Да, на самом деле в государственных закупках каждый ИПшник, ТОшник, который является юрлицом, может просматривать все государственные закупки и участвовать в них. В данном случае герой фильма говорит о том, что он не хватается за большой пирог, а именно собирает крошки. Да, есть такая техника, когда вы именно охватываете небольшие государственные закупки, то есть с небольшой прибылью, так скажем, и за счет количества зарабатываете. Это имеет место быть. Даже в мелких тендерах есть большая конкуренция. Почему? Потому что большинство людей, которые начинают заниматься государственными закупками, они всегда начинают именно с небольшим капиталом. Это те люди, у которых, то есть, небольшие деньги, и которые конкурируют именно в таких тендерах. Переходим к следующему фильму. Добрый день. Вы кто? Я Мухин, не помните? На днях проходил у вас собеседование. Что? Вы же сказали, что перезвоню. Да, я понял. Вы знаете, я в прошлый раз был на форуме. Не хотите рассмотреть мою кандидатуру еще один раз? Давайте продумаем ручку. Нет, она и так моя. Да нет, не вашу. Мою. Я не куплю вашу дешевку даже за 3 рубля. Я не собирался вам продавать ее за 3 рубля. Мне на самом обошлась за 10. Я продам вам ее за 1000. Молодой человек, покиньте кабинет. У меня нет времени для шуток, я опаздываю на важное совещание. Планируете выйти на китайский рынок? Ну, что можно сказать? Сейчас в современных реалиях, если какой-то человек зайдет вот так к руководителю продаж или просто вот к какому-либо руководителю и с предложением о покупке ручки, его сразу выгонят. Это реально так на самом деле. В нашем случае тут человек, который предлагает купить ручку, он заинтересовал какой-то идеей этого руководителя, и поэтому разговор у них продолжается. Посмотрим, что будет дальше. Машина с китайскими флажками на парковке. Официальная делегация, пахнет большим контрактом. Это не ваше дело. Я прошу вас, покиньте кабинет, или я вызову охрану. Вы знаете, что китайцы мудры, хитры и скрытные? Я надеюсь, вы определили, кто у них Лаобай. Какой еще Лаобай? Вам придется купить у меня целых 2 ручки. Первый шаг в переговорах с китайцами – нащупать центр принятия решений. Не всегда это тот, кто много говорит. Скорее наоборот. Их Лаобай молчит и наблюдает. Вычислить его просто. Если он начнет говорить, никто не посмеет его перебить. В контрагенте китайцы больше всего ценят предусмотрительность. Ручка. Казалось бы, маленькая деталь, но она не останется незамеченной. Китайцы, конечно же, поймут, что дешевые ручки в руках богатых русских заготовлены специальные по случаю.
факт и произведет на них впечатление. Слушай, отличная идея с этими ручками. Сам придумал? Здесь, конечно, была гениальная идея с этими ручками. Герой именно данного фильма, который заинтересовал представитель данной компании ручками, он именно, знаете, заранее изучил этот кейс, то, что приезжает делегация китайцев, и то, что есть хорошая возможность предложить, то есть продать себя, да, так скажем, в первую очередь. И он это сделал. Для тех, кто не понял, китайцы это достаточно предусмотрительный народ, который, когда они смотрят, обращают внимание на детали, на мелочи. И в данном случае герой продал данной компании 2 ручки для того, чтобы китайцы увидели то, что данная компания будет экономить их ресурсы в первую очередь. И второй момент, когда закончилась паста в ручках, это дало понять китайцам, что представители данной компании часто пишут, значит, тем самым часто подписывают контракты. Вот. И это не осталось незамеченным. Китайцы все-таки подписали договор, а именно продажник, он продал себя и продал эти ручки. Хороший пример. Переходим к следующему фильму. Вы отправили нам открытку пару недель назад с вопросом о дешевых акциях с наибольшей возможностью роста и наименьшим риском падения. Было такое или нет? Так, прекрасно. Вот почему я вам звоню, Джон. Кое-что совершенно случайно попало мне в руки. Это, возможно, лучший вариант, который я видел за полгода. За 60 секунд я попробую вкратце его описать. У вас есть минута? Компания называется Aerotime International. Это самые передовые технологии местного производства. Они получают патент на новое поколение радарных детекторов, применяемых и в военных, и в гражданских целях. Сейчас. Прямо сейчас, Джон. Свои акции они продают напрямую по 10 центов за штуку. И, кстати, Джон, наши аналитики подсчитали, что они взлетят до небес очень скоро. Ваша прибыль с каких-нибудь 6 вложенных тысяч достигнет 60 тысяч долларов. Ни хрена себе, это же моя ипотека. Конечно, вы сможете выплатить ипотеку. Эти акции оплатят мне дом. Джон, даже в моей профессии есть один непреложный факт. Я никогда не прошу клиентов судить меня по успехам. Я прошу их судить меня по неудачам, потому что их очень мало. В случае с Аэротайном, основываясь на строгих научно-технических фактах, Джон, мы ожидаем колоссального прорыва. Убедили, возьму на 4. Это я могу себе позволить. 4000 – это 40 тысяч акций, Джон. Сейчас я закрою эту позицию, и моя секретарша вам перезвонит с окончательным подтверждением. По рукам, Джон? Да, по рукам. Отлично. Джон, спасибо за проявленное доверие и добро пожаловать в наш центр. Это вам спасибо, я-то что? Пока. В данном фильме показан идеальный, можно сказать, отличный пример продажи. Речь, интонация, специализация продажника, она просто на высшем уровне. Но с другой стороны, в самом начале Леонардо Ди Каприо, он перебивает клиента, что не есть правильно. Почему? Потому что именно в реальной жизни, в продажах, если вы перебиваете клиента, он у вас не купит. Ну, это реально. Сначала вы должны выслушать клиента, а потом уже говорить. Это очень важно. Это этикет, простой этикет. Дальше Леонардо Ди Каприо, он не соблюдает очередность этапов продаж. Этапы продаж, скрипт тот же самый, это фундамент продажи, с помощью которого вы можете подвести клиента к покупке и завершить сделку. Здесь это не соблюдается, здесь даже, можно сказать, пропущены основные моменты, такие как выявление потребностей, ну, так скажем, выявление болей и отработка возражений. Здесь есть, ну, можно сказать, просто презентация. Ну и напутствие напоследок. Ребят, изучайте продажи. Это очень нужная вещь как в бизнесе, так и в любом деле. Смотрите фильмы и уйдешь от Пангздор.